Доброго вечора. Знову в етері телеканалу АТР. Телемарафон Сейв АТР. Голос Криму має бути в етері, в ефірі. І так можна за новим правописом українським. І це питання, яке просто насправді має чи не має бути в ефірі. Це питання, воно риторичне, бо має лише одну відповідь. Повинна бути, голос Криму повинен бути в етері. І ті, хто цього не розуміють, вони роблять велику помилку. Я маю на увазі тих представників української влади, які зараз займаються, давайте прямо скажемо, саботажем роботи єдиного кримськотатарського телеканалу АТР. І вже, може бути, ви чули вже, що вчора припинила, я надіюся, тимчасове мовлення на Крим, на перше кримськотатарське радіо Майдан ФМ, яке просто, ми вимушені були припинити мовлення через великі борги провайдеру, який здійснює мовлення передач сигналу на Крим, на окупований Крим. І поки що не маємо можливості сплачувати ці гроші. В наступному під загрозою опинився дитячий телеканал «Ля-Лє», який є єдиним телеканалом у світі, який цілодобово здійснює мовлення кримською мовою, і завдяки якому кримські діти кримських татар стали розмовляти часто краще за батьків рідною мовою. І якщо далі буде блокування фінансування з боку уряду українського, то я не знаю, які там програми розвитку кримськотатарської мови вони розробляють і хочуть представити на так званій кримській платформі. Просто через те, що більше ніхто літературну нормальну мову з дітей не почує, просто її ніде не можна буде почути. Звісно, головне – це телеканал АТР, на якому ми зараз з вами. І ми продовжуємо вже четвертий тиждень, йде марафон Сейв АТР. Голос Криму має бути в ефірі. Мене звати Айдар Мождабаєв. Зараз я хочу представити вам гостя, який не в студії, а на інтернет-зв'язку. Але це дуже цікава людина, з якою я не бачився, не спілкувався вже, я би сказав, 100 років, насправді там пару років. Але це один із тих небагатьох вже людей, думкою яких я цікавлюсь, і які висловлюють свою думку, пишуть російською мовою. Це людина незалежна, людина, яка оцінює події в Росії і у світі, незалежно від позиції будь-кого. Це Константин Егерт. Я вітаю, Костя. Приветствую, Айдар. Привет, Кость, рад тебя видеть. Действительно, 100 лет не виделись. Я хочу с тобой обсудить, у нас тут такая тяжелая ситуация с нашим каналом, но это как бы проблема, понятно, что не к тебе это вопросы, но в рамках этого марафона мы все равно продолжаем информировать наших зрителей. У нас одни из самых, наверное, политизированных зрителей в Украине и в мире, кто нас смотрит, они действительно интересуются политикой и мировой, и самыми актуальными вещами. То есть мы люди, которые потеряли Крым временно, мы не можем не интересоваться и пребывать в каком-то состоянии холодильника такого, ждущего непонятно чего и набивающего желудок. Мы интересуемся тем, что происходит. И Константин Эгерт, человек, который анализирует это в режиме онлайн, постоянно в различных западных СМИ. И, конечно, начну сегодня с темы дня. Наверное, это те санкции, которые все ждали против России после отравления Навального. И все ждали этих санкций. В итоге Евросоюз, если я ошибусь, поправь меня, пожалуйста, ввел санкции против 4 чиновников путинского рейха. Значит, Америка, кажется, против 7. Как ты оцениваешь такой уровень и такой масштаб санкций? Или это только начало? Это санкции, которых следовало ожидать. Кстати, европейские санкции, они были предсказаны
за несколько недель до этого, что именно такими они и будут, ну, недели, может быть, 2 или 3 назад, моими коллегами из Deutsche Welle. Кажется, Соединенные Штаты добавили до 3 человек, но это абсолютно предсказуемо. Эти санкции против российских физических и юридических лиц, они вводятся не первый раз, и, конечно же, они не серьезно затрагивают как-то, в общем, ну, так сказать, основы российского политического режима, потому что ясно, что глава там российских тюрем, например, ну, едва ли ездит каждый месяц навещать свою виллу где-нибудь там в Портофино на берегу Италии или там яхту, которая припаркована на рейде Кан. Даже если они у него есть, что можно себе представить, скорее всего, они записаны на других лиц. Эти все люди, они входят в тот чувствительный круг сотрудников, так сказать, чиновников путинского режима, которые просто так уже давно за границу не ездят. Если они ездят, там, я не знаю, по подложным документам или как-то еще, то, ну, мне об этом неизвестно. Это, так сказать, дело расследователей, журналистов это разыскивать, но тогда ясно, что их будут ловить за поездку по другим документам. Но, так сказать, вот как Иван Иванович Иванов, там, условный, который обладает, возможно, каким-то имуществом на территории Евросоюза или Соединенных Штатов, скорее всего, этот человек, точнее, эти люди, они никуда не поедут. Поэтому это санкции, конечно, носящие символический характер. Они в долгосрочной перспективе, если говорить о том, что, наверное, да, все больше и больше людей, входящих в расширяющийся все круг, так сказать, слуг режима, они вот становятся куда-то там невъездными, но, наверное, в долгосрочной перспективе какой-то психологический эффект это имеет, но едва ли это сильно затрагивает суть, едва ли это сильно колышет Путина, по одной простой причине. Какое-то время назад, уже, мне кажется, году в 15-м, в общем, после уже там, захвата Крыма, после наиболее горячей стадии войны с Украиной, были введены жесткие правила для вот всех этих, так сказать, ну, просто людей в погонах, скажем так, касающиеся там, их выездов, ну, страны там, Евросоюза, не знаю, Соединенные Штаты, Канаду и так далее. Они к этому как-то уже привыкли. Им, я думаю, так сказать, отсыпают, что называется, там, кулечек конфет дома в виде возможности там, вести бизнес и приворовывать, ну, как это обычно бывает. И, в общем-то, конечно, сказать, что это было потрясающей основы какое-то решение, что Брюсселя, что Вашингтона, ну, об этом говорить не приходится. Ну, если давай честно скажем, это вообще пустой звук, поскольку для этих людей уже все и так ясно, они и так никуда не ездили. Ну, они ездят в Китай, наверное, в Вьетнам, я не знаю, куда они могут ездить. Да, в Дубай, да, но туда, куда можно, а куда нельзя, давно не ездят. И я даже, у меня есть вообще другое мнение, я считаю, что вот такого рода санкции, они, наоборот, усиливают вот это фашио вокруг Путина, потому что, ну, как бы людям деваться некуда. Они уже волей-неволей уже к этой мафии все плотнее и плотнее прибиваются, они связаны одним пучком вокруг вот этого топорика в виде своего фюрера и так далее. Я просто помню, когда Алексей Навальный только вышел из комы, и он дал интервью, если мне память не изменяет, Шпигелю или кому-то еще сразу. Да ты читал все это. И его спросили как раз про санкции. Он как раз наполегал на том, что настаивал на том, что санкции должны быть адресными, ну вот против окружения Путина. Но я тогда сказал, и мне сейчас кажется, что это глубочайшая ошибка и его, и других думать, что как эти санкции как-то могут повлиять на изменение отношения там, к правам человека, на агрессивную внешнюю политику, вообще на что-либо. Вот, поскольку они вот, ну, в отрыве от секторальных санкций они вообще не работают или даже работают в обратную сторону, да, вот, и я хотел бы твое мнение услышать, и чуть дозадам вопрос, может быть, это только начало, это такой вот, как бы, они показали ему, он так чуть-чуть пальцем погрозили, а дальше будут что-то другое, и не только персональные санкции, как ты считаешь? Ну, если бы я знал, что там задумано где-то там в глубинах коллективного Брюсселя, коллективного Вашингтона, ну, я, наверное, значительно больше бы зарабатывал, как минимум. Но я этого не знаю, поэтому могу сказать одно. Ясно, что, в общем-то, пока что таких массированных, я не вижу, по крайней мере, шанса
введение каких-то очень массированных санкций, которые затронули бы ну, действительно, сектора там, российской экономики, там, ну, условный Сбербанк там, или ВТБ, или что-то еще такое. Потому что в западных столицах существует определенное представление о том, что нельзя восстанавливать против себя население, надо бить по элите. А элита в России действительно очень сильно, так сказать, ну, она контролирует такие рычаги, так контролирует страну, что действительно врезать там по конкретному Ивану Ивановичу Иванову можно, а вот сделать так, чтобы много-много Ивановых накрыть и не задеть других, это сложно. И я бы сказал, что, ну, например, если мы говорим о там, предложениях команды Навального, то она в какое-то время, так сказать, и, по-моему, до сих пор это сохраняется, я здесь просто не хочу за них говорить, я не их представитель, они говорили о том, что надо расширять, хорошо, вы расширяете круг персональных санкций, тогда затрагивайте, ну, например, олигархов. Или затрагивайте членов семей, связанных с, ну, теми или иными фигурами режима. Этого пока не происходит. И это ну, так сказать, те просьбы, условно говоря, команды Навального, которые ни Европейский Союз, ни Соединенные Штаты пока не выполняли, и я не вижу, выполнят они это или нет. Если говорить о, ну, например, наибольшей, наверное, угрозе, которую могут испытывать по этому поводу в Кремле, это, скорее всего, какие-то решения, которые могут принять Конгресс Соединенных Штатов. Но Конгресс пока ведет какие-то, так сказать, дискуссии на разные другие темы, ну, по понятным причинам. После смены администрации сейчас Америка поглощена домашними делами. И я, честно так сказать, не вижу в ближайшее время какой-то очень ясной, очень мощной какой-то акции Конгресса в этом санкционном поле, которая внезапно там всем представьте, сказали, вот это да, ну это же надо, что они откололи. Поэтому, мне кажется, все будет продолжаться приблизительно в этом аспекте. Кроме того, не забудем еще одну вещь, я хотел бы напомнить. Когда Путин выступал на Мюнхенской конференции по безопасности, ну, несколько буквально там дней, пару недель назад, что ли, он довольно четко, так сказать, обратился и к Давосскому форуму, кстати, тоже обращался и говорил о том, что вот, смотрите, если санкции затронут ну, какие-то очень жизненно важные вещи, то, ну, смысл такой, я ни за что не ручаюсь. Я это как-то излагаю, так сказать, в общем. Было ясно, что это такая завуалированная, но очень четкая угроза. И я думаю, что это то, чего сейчас, в разгар пандемии особенно, Европейский Союз, да и Соединенные Штаты явно не хотят, что называется, с этим дело иметь. И я думаю, что эта путинская угроза, как, наверное, это не было бы неприятно ни там тебе, ни аудитории телеканала, эта угроза, я думаю, сработала. Ее считали и решили, что, ну, знаете, лучше нам не надо, чтобы, так сказать, ну, например, контролируемые Россией там территории на востоке Украины были внезапно объявлены, так сказать, что их там Россия официально принимает под свою защиту. Я не знаю, как это назвать. Там юридический контроль, фактический контроль, это можно 28 вариантов этого придумать. Помните, когда в начале года десант российских пропагандистов высадился в Донецке, если я не ошибаюсь? Да, конечно, да. Сигнал, я думаю, был, как принято говорить, сигнал это был считан, что, ребята, мы перебьем еще больше горшков в вашей лавке, если вдруг вам в голову взбредет сделать что-то такое, там, что реально ударит по политическим, не по политическим, а скорее по экономическим основам российского режима. И, ну, вот, пожалуйста, что мы имеем. Хорошо, директор ФСИН не поедет в Париж, он и так туда бы не поехал. Как не поедут представители высшей чины администрации. Ну, а если надо, сделает исключение, если надо ехать на очередной нормандский формат и, так сказать, откроют зеленый коридор. Не забудьте еще одну вещь. Значительная часть российских высших чиновников имеет дипломатические паспорта. И есть взаимное признание этих паспортов с там, Европейским Союзом. И это тоже канал, по которому, как я понимаю, это мое понимание, оно может быть не
неполным, скажем так, они тоже могут ездить. Поэтому, приняли и приняли, но что? Слушай, как раз чуть-чуть в сторону отойти, вот про визы ты вспомнил, про проезд. А вот Латвия объявила, кажется, да, Соловьева, пропагандиста, нежелательной персоной. А это как-то влияет на его путешествие в остальные страны ЕС? Потому что я споры всякие видел, я не вникал, но тебе, наверное, видней. Насколько я понимаю, все-таки для этого необходим некий общеевропейский формат согласия всех. То, что там Соловьев, наверное, и так не поедет в Латвию, это, в общем-то, ясно. Или там в Литву, или в Эстонию. На самом деле это все не является, не бьет очень сильно по всем этим людям. И я бы сказал, что, конечно же, на сегодняшний день, особенно учитывая пандемию, назовем вещи своими именами, пока не дай бог, не зашла речь о новой горячей фазе российско-украинского конфликта, это никого ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине, ни, собственно говоря, и в Вашингтоне особенно волновать не будет. И, кстати, хотел бы обратить внимание на то, что хотя вот эти санкции приняты параллельно, но что этому предшествовало? Администрация Байдена, во-первых, так сказать, пошла на продление договора об СНВ на 5 лет, таким образом сняв то, что предлагала предыдущая администрация Трампа, продление договора на год, и затем очень интенсивные переговоры, куда много что могло бы быть связано, потому что, прямо скажем, Кремль не может себе позволить новую гонку вооружений, на это просто нет средств. Это даже не Советский Союз Горбачевский. И таким образом был снят, скажем так, администрация Байдена очень серьезный рычаг переговоров с Москвой. Она от него отказалась. То есть переговоры будут идти 5 лет, а не год. Срочность не та, нажим не то, давление не то. А то, что там Тони Блинкен, новый госсекретарь, будет более жестко там говорить, чем Майк Помпео. Кстати, Майк Помпео довольно жестко говорил, если говорить о риторике. Так, а что Путину? Поговорили, он уже привык к этим разговорам. Ему это абсолютно ни горячо, ни холодно от этого. Говорите, ребята, если вам надо. И в этом смысле я не вижу также, чтобы администрация Байдена что-то такое серьезное предпринимала в ближайшее время. И ясно, что если мы смотрим сейчас на приоритеты смещаются в направлении Китая, Азиатского, Тихоокеанского региона. И это, в общем-то, Путину на руку. Потому что, может быть, в какой-то момент, такие разговоры в Вашингтоне, и они не очень активно ведутся, но они есть. Кто-то скажет, вы знаете, давайте, поскольку Китай это действительно вызов 21 века, кстати, и для России вызов 21 века, только Путин об этом боится говорить. Если это такой вызов 21 века, давайте мы сделаем то, что сделал Никсон скоро уже 50 лет назад. Договоримся, только Никсон договорился с Китаем против Советского Союза. А мы пойдем объясним Путину, какой опасный для него Китай, и, может быть, мы сделаем Путина союзником в борьбе с угрозой 21 века под названием Пекин. Я не думаю, что это произойдет, но такие голоса в Вашингтоне тоже есть. На каком-то этапе, когда-то, может быть, то есть это где-то как-то может возникнуть. Я не говорю, что это возникнет завтра, сразу говорю. Поэтому на ближайшее время я не вижу больших вызовов для Путина. Они в долгосрочной перспективе есть. Они лежат в сфере российской экономики, и они лежат в сфере психологии. Просто если ты сидишь на одном кресле 20 лет, в одном кресле уже больше 20, ты начинаешь надоедать. И это то, что ты надоедаешь, это никак не связано с тем, хороший ты, плохой, даешь ты деньги, ты просто надоедаешь. А тем более, когда Путин сейчас не может раздавать деньги, как он раздавал их раньше. Их просто не хватает. Но это медленно очень работает против. Но тут очень важно слово «медленно», потому что это может быть годы. Навальный, который был действительно, я знаю, к нему относятся очень по-разному в Украине, и аудитория канала к нему относится, наверное, мягко говоря, не одинаково. Но Навальный был, конечно, вызовом для Кремля. Сегодня
он упрятан на зону, и он упрятан для начала, на мой взгляд, к сожалению, только на 3 года. А дальше это можно открывать эти уголовные дела Сирии. И я думаю, в ближайшее время мы увидим, что Навальный будет находиться вот в этой зоне под Владимиром. Через какое-то время, через давление на его соратников, через другие посадки, через давление, возможно, к сожалению, на его родственников и его брата прежде всего, Путин может начать делать новую историю, раскручивать новую историю под условным названием «Ходорковский-2». Давайте, я вам отдам Навального. Пусть он уедет. В эмиграцию. В эмиграции он мне не страшен. Пусть открывает 28 YouTube-каналов, занимается расследованиями. Вы же гуманисты в Европе. Ну, возьмите его, пожалуйста, договоритесь, пришлите мне, там, я не знаю, эмиссара Папы Римского или там очередного, ну, Геншер умер, ну, найдут кого-нибудь, кого прислать. Есть уважаемые люди. Лауреаты Нобелевской премии, там, ну, не знаю. Заберите. Вот я вам дам живой, мы с ним ничего делать не будем. Приедет здоровенький. Только заберите. И много, так сказать, ну, это же вопрос всегда, одна человеческая жизнь или что-то такое большое, да, там, геополитика и так далее. Спасем жизнь Навальному. Это тоже реально. Я думаю, Путин будет играть в эту игру. Другое дело, что Алексей Анатольевич, конечно, себя показал в последнее время борцом, и он может сказать нет. Насильно, так сказать, не вывезет. Хотя, напомню, Почему? Случай, ну, Почему? Спокойно вывезут. Да, как советских. Вывезли, посадили в самолет, раз, да? Очнулся на летном поле где-нибудь в Кёльне, тебя делегация встречает. Тоже может. Конечно. Путин будет заниматься тем, чтобы сейчас разгромить сеть Навального по всей стране, активистов, и затем его, так сказать, попытаться выпихнуть. Мытьем, не мытьем, так катанем, как говорят по-русски, выпихнуть его за пределы России, где он пополнит, так сказать, ряды очень там, хороших иммигрантских людей, которые будут на конференции ездить и так далее. Таков я не говорю, что Навальный будет так действовать, но я так формулирую план Кремля. Потому что, ну, Навальный, так сказать, не 100-баксовая бумажка, чтобы всем нравится, но он, конечно, представляет угрозу этому режиму, пока он находится на территории. Ну, я не ожидал, что наши мнения настолько сильно совпадут, поскольку я уже давно сказал, что они вот и по сценарию Ходорковского Путин, возможно, будет действовать, будет держать Навального. Конечно, он может держать его сколько захочет, разумеется, да, это в его фараонской голове. Но, а вот давай так тогда прикинем, просто так он никого никогда не отдает, да? На что или на кого Путин может сейчас выторговывать у Запада Навального, который Запад, ну, как бы, он взял его типа себе под защиту, и как бы там Эмнисти что ни говорил, но все-таки человек, какие бы ни были его убеждения, высказывания там, да, но он все-таки был действительно отравлен боевым ядом и так далее. В любом случае это как бы преступление, признанное Западом уже в целом, да, это терроризм такой. Вот. Хотя, знаешь, помнишь, простили самолет, сбитые ракеты, как бы и там и немцы были, и голландцы. И я, кстати, был уверен, что и Навальный сойдет, в принципе, с рук, его там сходит с рук, в принципе. Но он как физическое лицо существует, как фигура, и существуют интересы у Путина. Но я условно говорю, Виктор Бут какой-нибудь в Америке, который там тянет лямку за родину мать, да? Или Северный поток-2, который тянет трубу, все никак не дотянет. Вот что может быть предметом торга со стороны Путина для этой чувствительной Европы и Запада, которые там за одну жизнь готовы чем-то поступиться, а бывает даже и принципами какими-то? Хороший вопрос. Во-первых, я думаю, что здесь наконец-то, вот ты ждал, когда же мы с тобой не согласимся, и вот наконец мы с тобой в одной вещи не согласимся. Я думаю, как раз проходящий в Гааге процесс по делу рейса MH17, да, так сказать, на малазийского лайнера, я думаю, что это одна из вещей, которые действительно беспокоит Кремль. Я об этом не раз писал в своих колонках на... Ну, дай бог бы, Костя, я просто не видел этого раньше. Вот я раньше этого не замечал все эти годы. Я думаю, что замечает. Я думаю, что создание, так сказать, вот этих фейковых расследований, которые пытаются, так сказать, сбить с панталыку российское общественное мнение, в том числе и мировое общественное мнение, даже какие-то там левые голландцы, которые вдруг стали, так сказать, очень активно выступать в защиту фактически Кремля. Я думаю, что этот процесс очень-очень волнует Кремль, потому что, я об этом не раз писал, потому что когда говорит, ну, среднему западному человеку, вот человек, ну, вот какой-то вот с улицы такой, да, обычный, там, я не знаю, Жан Дюпон,
Генрих Шмидт. Да, вот Путин, это Украина, там, Навальный. Но это для него бесконечно далеко. А когда ты говоришь, ну, условно говоря, самолет, в котором ты мог лететь, там, европейцы и так далее, ну, мог человек лететь в Куала-Лумпур, точно так же, а почему нет? Отдыхать в Малайзии. Это немножко ближе. И я думаю, что и с точки зрения общественного мнения, и с точки зрения того, что у меня нет никаких сомнений, что суд в Гааге через год, это будет через 2, это может долго продолжаться процесс. Локерби, процесс по поводу авиалайнера, разбитого над Шотландией в 1987 году, продолжался тоже не один. Но до конца докопаются. Я как-то писал, могу повторить в эфире, что я как писал о своем разговоре с одним из сенаторов Нидерландов, членов Верхней палаты парламента. Я его как-то спросил, говорю, ну где-то могут остановиться, почему они будут докапываться, там, что, как? Сказали, нет. Наш суд докопается до того, кто отдал приказ и кто влиял на ситуацию. Они не остановятся там, ну, на условном майоре Сидорове. Дойдут до конца. Дойдут до тех, кто несет политическую ответственность. Ясно, что это не майор Сидоров. Это в долгосрочной там, или среднесрочной перспективе Кремль очень-очень волнует. Но, возвращаясь теперь к вопросу, поэтому вот это, есть, сказал бы, если что и есть, что вот лежит камнем на сердце у коллективного Кремля, это, конечно, процесс Голландии. Потому что на него невозможно никак повлиять. Это не левая партия Германии, это не французские коммунисты, это не там какие-нибудь там ультраправые. Ничего ты не можешь сделать с голландским судом. Что касается Навального, ну, я не знаю, будут ли его там менять на условного Виктора Бута, возможно, да, это такие вопросы лежат, ну, это гадание на кофейной. Но, конечно, Путин будет играть на этом, так сказать, чувстве гуманизма. Он, конечно, будет всячески пытаться решить этот вопрос через какое-то время. Потому что глубокое убеждение в Кремле – это то, что эмигрант не опасен. Эмигрант ничего сделать не может, какой бы там ни был YouTube, там, глобальные там, сети и так далее, это не опасно. Вот таково в Кремле убеждение. Другое дело, Айдер, я скажу так. Чем больше, чем чаще вы убираете людей, которые оппонируют вам, ну, исходя из каких-то принципов, исходя из каких-то, ну, более-менее внятных политических позиций, тем сильнее вы приближаете хаос, тем более радикальной будет следующая вам оппозиция. Потому что святое место, как говорят по-русски, пусто не бывает. Недовольные будут, и значит, чем больше вы убираете, ну, меняемых, тем более радикальные люди будут приходить им рано или поздно на смену. Но это, видимо, Кремль не очень волнует, потому что их идея такая: чем страшнее альтернатива, тем больше будут, так сказать, дорогие россияне, как говорил Борис Николаевич Ельцин, говорит, ну уж лучше пусть будет Путин. На этом они играют, на этом прекрасно, вы знаете, они играют на Западе, угрожая приходом страшного русского фашизма, всех этих наших, так сказать, любимых, очень нервных, как любит говорить Владимир Путин, европейских партнеров, особенно к западу от реки Одер. Вот. Ну, пока он в эту игру играет, и пока манипулируя, так сказать, там, человеколюбием, гуманизмом и так далее, он в нее играет относительно успешно. Поэтому посмотрим. Многое зависит от Алексея, который может лично попытаться отказаться от этого. Повторяю, если тебя связали, посадили в самолет, а что ты сделаешь, если так-то будет? Ну, потом, как Солженицын, я забыл, куда, в Цюрих, по-моему, приземлился в самолет, говорит, здрасте. Он даже в своих мемуарах писал, что я, говорит, не знал, куда я приземлился, я, увидев какие-то немецкие дела, я даже не знал, в ГДР я или нет, я, так сказать, хотел кричать по-немецки, я русский писатель Солженицын. Ну, там все, конечно, знали, кого язык. Почитайте ее в мемуарах, подался теленок с дубом. Ну, на это Путина рассчитывает, конечно. Ему не нужны, он хорошо знает, что ему не нужны люди, оппонирующие ему внутри страны. Ну, кроме фейков, там, Зюгановых всяких и так далее. И я думаю, что Навальный с его движением, с его организацией, конечно, для него угроза. Повторяю, как бы к нему не относиться. И эту угрозу Путин будет стараться отдалить
от российской почвы и сделает для этого все. Посмотрим. Но я уверен, что какие-то вот там в кавычках гуманитарные переговоры будут. И видя сейчас и позицию Берлина, и позицию Парижа, готового продолжать разговор, и не очень понятную позицию администрации Байдена, которая, кстати, отказалась вводить санкции против немецких компаний, строящих газопровод «Северный поток-2». Вот. Путин это все считывает как слабость. Я всегда объясняю вот этим самым западным партнерам, что Кремль существует в очень простой системе координат. Две оси, вот как в школе мы изучали на уроках алгебры. Одна ось — сила, слабость, другая ось — уважение, презрение. И вот вы чертите, так сказать, в зависимости от ваших действий, вас помещают в один из четырех квадратов в этих двух пересекающих системах, осях координат. И, в общем-то, это довольно легко понять, но я думаю, понимают это как раз в основном к востоку от Одера, в Центральной и Восточной Европе и Балтии, может быть, в Швеции, в Великобритании. Но значительная часть европейских стран либо не понимает этого, либо делает вид, что понимает. И мы слышим это постоянно. Без Путина не решить вот ту или иную проблему. Да, ну, там, Сирию, условно говоря. Но Путин, с моей личной точки зрения, я, как тебе известно, вообще ближневосточник по первому образованию, тоже в Сирии бывал много раз. Ну, Путин во всех этих там проблемах, да, там, Сирии или будь вопрос Ирана, он скорее часть проблемы, чем часть решения. Но эти мантры, которые повторяются, особенно в европейских столицах, они будут продолжать повторять, потому что конфронтация многих пугает, назовем вещи своими именами. И да, на этом Путин будет продолжать. И в этом смысле то демократический настрой, ну, демократическая Россия, которая существует, она существует в Москве и в провинции, люди, которые хотят другой России. И Украина во многом заложники этих настроений, ну, прежде всего, конечно, европейских элит. Костя, скажи, пожалуйста, если можно коротко по Северному потоку, я задам вопрос, будет, не будет построен, и не кажется ли, что действительно там США чуть-чуть поступаются в отношении немцев, и все-таки пойдут им на уступки и дадут достроить этот поток? Ну, и насколько я понимаю, план Байдена такой: не вводить санкции против немецких компаний, но продолжать говорить с Берлином с тем, чтобы Северный поток, может быть, типа и достроят, но не загрузят. А как но, это так? На мой взгляд, достроят, но не загрузят? Вот, хороший вопрос. Я тебе его могу тоже так задать. Непонятно. Не хотят. Был такой страшный в кавычках Трамп, который всем грозил, стучал, как Хрущев, ботинком по столу. Вот мы не хотим. Мы хотим с нашими трансатлантическими союзниками разговаривать вежливо. Но, понимаете, союзники союзникам рознь. Если мы посмотрим на то, какие перемены грядут в Берлине с новым канцлером, Армином Лашетом, который будет в сентябре уже, наверное, канцлером, скорее всего, после выборов. Этот человек, значит, даже более мягкий, чем Меркель, желающий продолжать говорить с Москвой. Не очень понятно, как в этой ситуации Байден может, скажем так, развернуть вот этот немецкий пароход. И более того, можно ли в этой ситуации верить обещаниям, которые дала Меркель, что договоренности с Москвой такие, что транзит через Украину все равно сохранится вне зависимости от того, заработает трубопровод. Значит, Костя, вообще договоренность с Москвой уже после этого смешно становится, да? Что же мы 20-й раз на эти грабли-то наступает Запад уже? Просто у меня такой есть любимый мем. Такой, ну, словесный. Называется Будапештский меморандум. Давайте вспомним Будапештский меморандум, и нам все станет ясно. И давайте снова подпишем еще какой-нибудь меморандум с ним, да. Да, можно еще. Ну, бумага-то все стерпит. Вот, поэтому производителей качественной бумаги надо поддерживать в результате коронавируса. Можно, так сказать, подписать что-то. Поэтому я думаю, что этот расчет, конечно, есть. Но другое дело, что существует Конгресс, который на это может посмотреть совершенно иначе. И я думаю, что, конечно, в Берлине будут до последнего опасаться того, что будет делать Конгресс. Но администрация Байдена ставит более широкие для себя задачи. И, если честно,
Соединенные Штаты еще при Обаме начали переориентацию на главный вызов, главного врага, это Китай. Я, кстати, соглашусь, что да, это там, вызов 21 века, конечно. Но в этой связи, кстати, он вызов и для России. Если бы в России было правительство, которое, так сказать, защищает национальные интересы... Ну, не будем фантастику научную, не будем заниматься. Да, ну, научная фантастика, как было в старом брежневском анекдоте, у нас на 3-м этаже библиотеки. Так вот, если говорить о Байдене, об Америке, то, конечно же, там со времен Обамы через администрацию Трампа к сегодняшней фокусируется на Китае. И в этом смысле, мне кажется, Путину опять повезло. Если он не будет откалывать какие-то там очень мощные номера, то, в общем-то, он может рассчитывать все равно на поддержку части Европы. И всегда есть возможность рассчитывать на то, что он, ну, не он лично, весь комплекс проблем, связанных с Кремлем, всегда не будет проблемой номер один для Вашингтона. И это объективно, да. Кость, смотри, сейчас говорят многие о том, вот в этой риторике путинской, воинственной, о том, что там этот неудачный полуграф Толстой, потомок, там сказал, что мы выйдем из Совета Европы, отовсюду выйдем. Ну, то есть смысл такой, что мы отвязываемся, да, и дальше намеки на Украину идут. Ну, понятно, на кого первым нападут, понятно, что не на Швейцарию и не на Францию, да. Вот Украина — это то, что наиболее очевидно. Во-первых, как ты думаешь, способен ли Путин на большую войну с Украиной? И если вдруг она начнется, как будет реагировать мир? Я не думаю, что речь пойдет о каком-то, так сказать, таком, ну, варианте мега-боевых действий. Потому что здесь даже европейским, так сказать, людям, которые хотят, чтобы все было тишь, гладь и Божья благодать, даже им будет тяжело, ну, так сказать, в случае там, ну, метафорического броска на Мариуполь, на это не обращать внимания. Кроме того, очень важно, в России так называемый предвыборный сезон, так называемые выборы в так называемую Государственную Думу. Значит, в этой связи конечно, можно ожидать в теории, что Путин предпримет что-то в отношении, правда, уже контролируемых территорий востока Украины. Ну, ты имеешь в виду присоединение, там, вот это, да, типа? Да, какая-то форма, потому что сейчас в условиях, когда Навальный и его люди и протесты, которые мы видели в последние недели и месяцы, действительно бросили, надо понять, действительно бросили вызов путинской системе, есть очень серьезный соблазн, во-первых, отвлечь общественное мнение новой маленькой победоносной кампанией, а во-вторых, тем более ее не придется особенно вести, потому что эти территории де-факто контролируются уже, а во-вторых, что очень важно, поставить оппозицию, не фиктивную оппозицию, там, не коммунистическую партию Зюганова в Думе, а реальную оппозицию, которая вот выходит на улицы перед выбором, ну, коллективного Навального, условно говоря, перед выбором. Либо вы поддерживаете то, как мы пришли на, как призывала Маргарита Симонян, так сказать, на помощь братскому народу там, Донбасса, значит, вы не поддерживаете этого. Ну, вы русофобы, агенты ЦРУ, то, что мы всегда говорили, вот, посмотрите, эти люди ненавидят русских. А если вы займете позицию, ну, тут надо, с одной стороны нельзя не сказать, с другой стороны невозможно не отметить, о, ну, смотрите, даже вот оппозиция, которая нас критиковала, выходила на улицы, значит, она даже здесь, даже оппозиция нас поддерживает. То есть, как любил говаривать бывший президент Клинтон, win-win situation, да, для Кремля. Что так, выигрывает. Слушай, скажи, Костя, а по Беларуси, вот у нас остается буквально 2 минуты, не больше. Ведь, ну, все-таки прямое присоединение в кавычках Донбасса означает, ну, как бы, наверное, другие санкции, и Минские соглашения будут порваны со стороны России именно, да, хотя они и так и не работают, в принципе, но фиктивно работают. А не проще ли подарить россиянам дорогим Беларусь, и против чего действительно и навальновские не будут возражать? Нет? Вот 2 минуты. Во-первых, я не думаю, что навальновские не будут по этому поводу возражать, потому что даже если представить, что это произойдет внутрь России, импортируются очень неизвестные, скажем так, территории с точки зрения политической, на которой
Непонятно, что будет. Ну хорошо, большинство будет за, все равно, большинству понравится. Да. Ну, я бы не... Смотрите, Путин, Кремлю коллективному нужен некий очень яркий жест. Средний Иван Иванович из Томска, простой российский человек, российский гражданин, он не думает о Белоруссии так, как, скажем, он там 6 лет назад или 7 лет назад думал о Крыме. Ну, не думает он так. Это не будет таким подарком. Кроме того, в Беларуси существует оппозиция Лукашенко, которая станет оппозицией Путину, несомненно. И я не думаю, что это та тема, которая для Путина будет долгосрочно выигрышной. И я думаю, что этого не произойдет, в том числе и потому, что путинская задача, на мой взгляд, а Путин себя провозгласил для всего мира главным специалистом по борьбе с так называемой, в кавычках, сменой режима, которую осуществляет всегда зловредная Америка, зловредный Запад. Так вот, в этой ситуации он будет поддерживать Лукашенко до конца. Это для него очень важно, показать, что он своего брата-авторитария в беде не бросает. Это принципиальный Константин, момент. Спасибо, что принял участие в нашей программе. Почаще бы встречаться, если будет возможность, потому что я большую часть времени молчал, даже ничего не говорил. Вот то, что про Лукашенко, это то, что сразу пришло в голову после того, как Путин его признал, что он его не бросит. И вот эти аналитики, что Путин кого-то бросит, Путин живет по мафиозным понятиям, он так не ведет себя, да. Но спасибо большое, что был в эфире АТР, Кость. Всего доброго, до новых встреч и всем зрителям нашего телеканала желаю твердости духа. Я прошу всех, кто может подписываться на наш Patreon, там любой уровень поддержки можно выбрать и быть причастным к спасению канала АТР реально каждый месяц, ежемесячный донат. Подписывайтесь на наш YouTube, пишите о нас, говорите о том, что такое для вас АТР. Все больше людей ставят себе аватарки в соцсетях АТРовские, и в оккупированном Крыму, и в Украине. И можете мне поверить, что мы не складываем рук, это мягко говоря. Мы ищем новые и новые выходы из ситуации. Мы привлекаем все новых и новых западных партнеров, выходим на различные западные организации, на представителей других государств. И будем говорить о том, что наши чиновники нарушают ассоциацию с Евросоюзом, не прислушиваются к мнению Европейского Союза, демонстративно игнорируют поддержку коренного народа Крыма и делают, в общем, другие неприглядные вещи, которые, на наш взгляд, нужно немедленно исправлять. И с таким чемоданом без ручки на крымскую платформу, спокойно не зайдешь. И мы будем говорить об этом неустанно, потому что за нами Крым, за нами люди, которые нас смотрят и в Крыму, и ждут там Украину и свободу. Всем доброго, смотрите АТР дальше.